И сразу после глава государства прибыл в Кустанайскую область. Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий. О текущей ситуации президенту доложил аким области. Режим ЧС все еще действует в 6 районах. Под водой остается 51 дом. В регионе размыты 4 моста, 7 участков дорог повреждены, больше 1400 опор линии электропередачи, из-за чего без света остались 13 поселков. Узнать, как обстоят дела у пострадавших, Касым-Жомарт Токаев направился в оперативный штаб города Тобол. Поблагодарив жителей за проявленное неравнодушие и гражданскую активность, президент отметил, помощь будет оказана всем. Для этого в стране вводится жесткий режим экономии. Самая главная компенсация. Они будут выплачены. Более того, те, кто потерял, утратил жилье, или подтопило, или нужен ремонт, все эти средства на реализацию данной задачи будут выделены. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но при том условии, что оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проекты этих типовых домов имеются, они хорошие. Они, кстати говоря, были опробованы здесь, но теперь мы их улучшили. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и, можно сказать, до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы именно в эти наступающие летние месяцы, а также осенью, было развернуто все строительство и полностью ликвидировать последствия. Слова президента пострадавшим от паводков вселили надежду. Кустанайцы поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за своевременное спасение и помощь. Глава государства также сообщил казахстанцам, что запретит отстрел сайгаков, который является символами казахской степи. Кроме того, он анонсировал свое участие в мероприятиях к 140-летию известного деятеля движения «Алаш» Мыржаха Падулатова, которые пройдут в следующем году в городе Аркалык.